Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести». Чеченская республика, в студии я, Лейла Муртазова. В городе Сочи четвертый день продолжается Всемирный фестиваль молодежи. В рамках него российские и иностранные молодые люди дискутируют на различные темы, касающиеся общественной жизни. В этом крупном форуме приняла участие первый заместитель руководителя администрации главы правительства Чеченской республики, министр Чеченской республики Хадижат Кадырова, которая выступила спикером на мероприятии. Об одном из самых масштабных молодежных событий мира расскажет Валентина Гусевская. Во Всемирном фестивале молодежи, который проходит на территории образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, в составе делегации Чеченской Республики принимает участие первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики Хадижа Кадырова. Совместно с послом молодежи по устойчивому развитию Объединенных Арабских Эмиратов Гаи Саад Аль-Ахбаби они выступили спикерами на стратегической сессии «Сохраним планету вместе». Добрый день, уважаемые друзья! Хочу рассказать вам о самом замечательном и удивительном крае нашей необъятной России — Северном Кавказе, о чарующей красоте которого ходят легенды, а поэты и писатели воспевают в своих произведениях. Хадижа Кадырова отметила, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики участвует в реализации 3 федеральных проектов, включенных в национальный проект «Экология». В Чеченской Республике сегодня расцветает новая эпоха, в которой забота о своем земле и окружающей природе становится важным приоритетом. Руководство республики принимает многочисленные меры по защите экологии, которые проводятся здесь с особым рвением и целеустремленностью, отражая заботу властей и жителей региона о будущем планеты. Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики приняла участие и в торжественной церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи. Он проходит с 1 по 7 марта с участием 20 тысяч юных лидеров. Главная его цель – развитие международного молодежного сотрудничества. Валентина Гусевская, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Министр Чеченской Республики по делам молодежи Ахмат Кадыров с рабочим визитом посетил Иорданию. В составе делегации присутствовали советник президента России Абубакар Эдельгериев, постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Турко Даудов и генеральный директор фонда имени шейха Заида Анвар Усманов. Его высочество принц Иордании Хашим ибн Хусейн тепло встретил уважаемых гостей. В первую очередь они направились к зиярту пророку Шуайба мир ему, где прочитали дуа Всевышнему, прося его милости и благословения. В ходе дальнейшей встречи принц Иордании выразил свое почтение официальным лицам, рассказав о своем хорошем отношении к чеченскому народу. Он также подчеркнул о важности развития и укрепления российско-иорданской дружбы. Ахмат Кадыров поблагодарил руководство восточной страны за теплый прием. Король Иорданского хашемитского королевства Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими принял министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова. На встрече достигнута договоренность о том, что часть объема помощи регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова будет доставлена через воздушный коридор путем сброса контейнеров в наиболее сложные районы сектора Газы. Чиновники выразили готовность к непосредственному участию в этом процессе. Благотворительный фонд уже оказывает продуктовую помощь жителям сектора Газа, однако действующая гуманитарная миссия не позволяет охватить всех нуждающихся. Новые меры помогут это исправить. Прошел всероссийский прием граждан, в рамках которого жители Чеченской Республики смогли посетить центральный офис регионального отделения ЛДПР и обратиться к активистам партии со своими вопросами и предложениями. Мадина Нуцалчиева подробнее. 2 марта по всей стране прошел всероссийский прием граждан. Инициатором его проведения стала Либерально-демократическая партия России ЛДПР. Это новый формат работы доверенных лиц кандидатов в президенты Российской Федерации Леонида Слуцкого, координаторов региональных отделений ЛДПР, а также активистов партии с гражданами, который проходит ежемесячно во всех регионах России. ЛДПР говорит правду. Это главное для меня лично, для партии в целом. Но чтобы говорить правду, ее надо знать. И как предвыборную программу кандидатов в президенты, так и то, что происходит в стране, в регионах, в семьях, мы узнаем через наш новый формат. Всероссийский прием граждан депутатами ЛДПР всех уровней.
Подобная работа с гражданами в единый день приема позволяет одновременно услышать нужды тысячи людей нашей страны и в будущем создавать законопроекты и инициативы, отвечающие именно тем потребностям, которые необходимы людям. В Чеченской Республике посетителей принимали члены партии, муниципальные депутаты Таиса Мукаева, Заур Кануев и Мадина Ясаева. Чаще всего граждане приходят с вопросами какого-то бытового характера, разрешения каких-то правовых вопросов. Вот. Приходят, значит, за консультациями в плане, скажем, своих возможностей чисто профессиональных, с точки зрения какого-то социального лифта. Это в основном вопросы, которые задает наша молодежь. Так как у нас депутаты сейчас избраны в районах, например, вот в Агиштах у нас и депутат есть, в Калиновской у нас депутат есть. По мере наших возможностей либо сами как-то содействовать решению вопросов, либо у нас с вами есть прекрасный глава, к которому мы можем всегда обратиться по любому вопросу. Люди обращаются со своими предложениями, высказывают слова одобрения и поддержки деятельности регионального отделения и в целом либерально-демократической партии. Все предложения, жалобы жителей республики обрабатываются, по ним уже принимаются соответствующие меры реагирования. Мадина Цалчиева, Лёма Мандиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В регионе прошел 4-й гастрономический фестиваль Черемши Хонгфест. В этом году Министерство туризма организовало его в городе Шали, где на центральной площади собрались не только местные жители, но и гости со всей России. 9 районов субъекта предоставили на суд разные блюда из чеченского деликатеса, а также были объявлены конкурсы. На торжественном кулинарном мероприятии побывала Мадина Нуцалчиева. Одно из самых любимых блюд чеченцев – черемша. Любовь к ней настолько сильна, что вот уже на протяжении нескольких лет в регионе проводится целый гастрономический фестиваль, посвященный этому растению. Традиционно он проходил в Грозном, однако в этом году Хонгфест состоялся на центральной площади города Шали. Что мы хотели просто обратить внимание на растущие и яркие другие города Чеченской Республики с точки зрения привлечения туристов. Нам это удалось. Сегодня замечательная погода, как раз таки сезон активно черемши продолжается. Сейчас мы ожидаем большое количество туристов, даже сегодня на этот фестиваль большое количество звонков мы получали изначально, заявок на туристические группы. Ежегодно 9 муниципальных районов республики, где растет так называемый медвежий лук, соревнуются на звание самого гостеприимного района. Их задача – удивить гастрономическим разнообразием своих блюд. Главный ингредиент, естественно, черемша. В палатке Веденского района можно было попробовать самые неожиданные сочетания, например, черемша в шоколаде. حون كيتان تهن ملك حون كيتاني كيتشينيسا وستونو ميريجي تاكسيسكال يجي يوحي كورت كوك اشيريجي يول شغابق كيتشينا حون كيتاني почти практически махон киетани, да, пироги, булочки, махон киетани кечили. Насладиться праздником приехали и гости из разных уголков нашей страны. Многие туристы приехали с семьями. Гастрономический фестиваль – прекрасная возможность для совместного отдыха и культурного обогащения, отмечают они. Мы заранее готовились. Нам было очень интересно, любопытно, как проходит фестиваль черемши. Мы сами из Кабардино-Балкарии. У нас тоже есть черемша, но такого количества блюд, которые мы сейчас посмотрели, мы в восторге. Представьте, 20 человек, мы приехали из Нальчика, и не только из Нальчика, из Кабардино-Балкарии, чтобы посмотреть, научиться, что же еще можно делать из черемши. Нас заинтересовал ваш фестиваль, и спасибо за гостеприимство, мы в восторге. Из Владикавказа, и очень приятно удивлены замечательной организацией этого фестиваля. Хочется сразу сказать, что очень все по-доброму, все замечательно, вкусно, безумно. Опять-таки удивлены разнообразием блюд, что из черемши такая масса всяких различных блюд. Вкусно, безумно. Да, люди теплые. Спасибо вам огромное. Победители определяют компетентное жюри. В их числе президент гильдии шеф-поваров Северного Кавказа Хадижат Маулатова. Звание самого гостеприимного получил Куртилоевский район. Веденский и Урас-Мартановский муниципалитеты разделили 2-е и 3-е места. Также отдельный рекорд побил и Тумкалинский район. Его представители приготовили и раздали больше 1000 галушек, начиненных черемшой. Фестиваль дал возможность насладиться не только чеченской кухней, но и звучанием традиционных инструментов, песен и танцами.
Хонгфест любят все, и взрослые, и дети. Предыдущий фестиваль собрал рекордное количество посетителей численностью около 40 тысяч человек. Doch dazıldı say iştxas çğala şeyla iş yok festival xalarına hiç siyajğala xalşer en soxşala şeyla xaliter doch dazıldı. Dedres xil harin çuna hara boş tüh çuna dedres xil dala maseri samuqada xazdarat de xaz boş tüh namaz adam. Также гостям фестиваля была показана выставка-ярмарка народных художественных промыслов. Местные мастера представили уникальные изделия из камней и древесины. Работы Апти Асадова не могут не впечатлить. Из обычных спичек он создает миниатюрные модели машин, музыкальных инструментов и головные уборы. Ну а самыми стильными на фестивале были не люди, а кошки. Конкурс пушистых модников – неотъемлемая часть каждого Хонгфеста. Хозяева продумывают каждую деталь костюма своего любимца. Ильсана Такаева для своей белой красавицы Люмин выбрала образ Снежной королевы. Над образом я долго не думала, потому что голубые глаза сразу, нужно что-то снежное, и придумала образ Снежной королевы. Вот. Это уже на заказ мы попросили, а корону уже я сама сделала. То есть это ручная работа. Ну, макияж, естественно, тоже. Всего в конкурсе приняло участие 16 животных. Первое место занял кот шотландской породы по кличке Дарчи. Победитель получил запас корма на полгода, а также миски. Праздничную атмосферу фестивалю придала концертная программа с участием звезд чеченской эстрады. Кульминацией мероприятия стал конкурс «Дикзут», проводимый среди 10 именитых женщин Чеченской Республики по самой быстрой чистке черемши. Победила в этой номинации народная артистка Зара Хайдарова. Это звание она будет носить второй год. Мадина Нуцалчиева, Лёма Мандиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошло первое открытое первенство школы по плаванию. В нем приняли участие юные спортсмены из 10 регионов страны, которые отстаивали победы в разных стилях. Кто стал лучшим пловцом соревнования, поделится Наталья Депутатова. В открытом первенстве смогли принять участие воспитанники разных спортивных клубов со всего Северокавказского федерального округа, более 200 человек. Соревновались на дистанциях 50, 100, 200, 400 и 800 метров в различных стилях – брас, плавание на спине, баттерфляй, вольное и комплексное плавание. Многие приехали в Чеченскую Республику впервые вместе с тренерами и родственниками. В свое время, когда я была ребенком и плавала в городе Ненамыске, наша команда приезжала сюда, в Грозный. Мы помним, что здесь были хорошие бассейны, хорошие пловцы, тренеры и так далее. Ну вот новое время, новые объекты. Приятно удивлена, радуюсь тому, что развивается спортивное плавание в ближайшем регионе к Южной Осетии и вообще на Северном Кавказе. Потенциал огромный. Организация соревнований на высоком уровне. И я, конечно, желаю коллегам из Чеченской Республики, чтобы они этот уровень поддерживали. Наш регион представили воспитанники Грозненской школы плавания «Юный пловец». Организаторами соревнований выступило Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Соревнования проводились среди мальчиков и юношей от 8 до 16 лет. И по накалу, который царил в бассейне и на трибунах, было видно, что борьба за призовые места развернулась нешуточная. Поддержать участников приехали друзья, родные и близкие. Здесь на счету каждое мгновение у всех судей. Вот такие секундомеры, которые отсчитывают время от старта до финиша. Оно здесь идет на сотые доли секунд. Все результаты сразу заносятся в компьютер. Именно так выявляется победитель в каждом заплыве. За порядком наблюдали опытные судьи, их здесь больше 20. Этот вид спорта считается одним из самых загруженных по количеству рефери. Они следили за соблюдением всех правил, которых здесь немало. Дисквалификацию можно получить за несоблюдение любого из них. На соревнованиях судят несколько судей всероссийской категории, приглашенных из других регионов, специально, чтобы поднять уровень этого турнира, чтобы к нам захотели люди приезжать чаще. Надеемся, что этот турнир станет ежегодным и будем встречать большее количество людей. Чеченскую Республику, как и другие регионы, представили юноши в разных возрастных категориях. Абдулмалику Дадашеву всего 8 лет. Плаванием занимается уже 4 года. На соревнованиях выиграл сразу на 2 дистанциях – 200 и 400 метров.
Помимо этого, он стал абсолютным победителем среди пловцов от 8 до 12 лет на разные дистанции. Абдулмалик долго тренировался, очень любит плавание, собирается и дальше участвовать в соревнованиях. Поздравляю всех, кто победил на этих соревнованиях, и желаю всем, чтобы они также проводили через эти соревнования, чтобы получали первые места. Этот вид спорта, как профессиональный, только набирает обороты в нашем регионе. Многие приводят своих детей на плавание просто, чтобы улучшить здоровье. Но это так увлекает, что начинают заниматься на профессиональном уровне регулярно и даже выигрывают чемпионаты по всей стране. Наталья Депутатова, Рахман Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Одна из самых крупных клиник в Турции, Аджибадем, уже на протяжении многих лет является одним из сильнейших медицинских учреждений. Все входящие в нее частные центры обслуживают пациентов в соответствии с международным стандартом качества. Это высококвалифицированные специалисты и новейшие методы лечения, применяя современное новое оборудование, работающее в разных уголках мира. Репортаж Адама Магомедова. Сеть клиник Аджибадем – крупнейший представитель частной медицины в Турции. Ее история началась еще в 91-м в Турции. Сеть клиник Аджибадем стала популярным и уважаемым брендом в стране и за ее пределами, благодаря новейшему оснащению и широчайшему спектру услуг по всем медицинским направлениям. Компания стала успешной и популярной по всему миру. Обо всех ее плюсах рассказала директор по развитию международных отношений на территории России сети клиник Аджибадем Иман Демирджи в ходе пресс-конференции с участием журнала «Деловой Грозный» и других представителей СМИ. Мы имеем 11 онкологических центров. Сеть клиник Аджибадем занимается трансплантацией органов. Мы пересаживаем почки, печень и костный мозг, взрослые и детские трансплантации. Занимаемся лечением рака груди, у нас 18 центров. Кардиология, у нас представлена детская и взрослая. 9 центров спинальной хирургии. Ну и вообще вся нейрохирургия в Турции представлена лучшими специалистами у нас. Важную роль играет представительство сети клиник Аджибадем. В них сотрудники осуществляют помощь в переводе медицинских документов и организовывают онлайн-конференции с докторами. Попасть на прием к одному из 3500 врачей, многие из которых имеют мировую известность, можно будет, не выезжая за пределы России. Помимо этого, представительство офиса организует приезд в саму клинику на лечение, взяв все организационные заботы на себя, а по возвращению домой пациентов будут продолжать курировать. Сеть клиник Аджибадем имеет офисы в 150 странах мира. В России они находятся в Казани, Чеченской Республике, Уфе и в Москве по улице Большая Якиманка, 26. Такой подход помогает избежать обращения к посредникам, а также лишних затрат на комиссионные. Аджибадем – это сеть клиник в Турции, Нидерландах, Македонии, Болгарии и Сербии. Сеть клиник предоставляет услуги здравоохранения в 24 клиниках и 15 медицинских центрах. В сети клиник Аджибадем работает 23 тысячи человек, которые ежегодно помогают 5 миллионам пациентам. То количество операций, проведенных за 2018 год, это предпандемийная тематика. Надо сказать, что в период пандемии, несмотря на закрытые границы, за первый год пандемии из республики было поднято 3 санавиации. То есть Аджибадем предлагает пациенту санавиацию. Мы можем приземлить борт медицинский в любом городе России и отправить пациента ускоренно прямо в клинику. Клиники обеспечивают диагностику и лечение по стандартам медицинского обслуживания А-класса. Важно отметить, что высокое качество работы клиник подтверждено золотым знаком Институт качества в области международного здравоохранения. Для лечения используется современное оборудование, включая интраоперационный аппарат МРТ, позволяющий проводить полное удаление опухолей головного мозга, гамма-нож, лечащий опухолевые, сосудистые и функциональные заболевания головного мозга и многое другое. Немало важны и отзывы самих пациентов. Добрый день. В клинике Аджибадем нам провели моему ребенку 2-ю операцию уже. Поскольку 1-я операция, нейрохирургическая операция, прошла успешно, мы решили довериться врачам этой клиники и 2-ю операцию по поводу вывиха бедра. На этот раз мы тоже не ошиблись. Операция прошла успешно, ребенок быстро восстановился. Полгода назад была у нас операция, и все идет по плану. То есть ребенок продолжает лечение. Мы очень довольны.
Спасибо большое врачам клиники Аджибадем. Важно отметить, что в Аджибадем есть и университет, который выпускает врачей международного уровня, дает дополнительное обучение иностранным врачам. Имеются и научно-исследовательские институты. Переводчик, трансфер внутри сети клиник Аджибадем входит в стоимость услуг. Пациенту наш департамент помогает, если он сам не выбрал, помогает подобрать отель. Наша машина отвозит его в отель. В день приема наша машина забирает пациента, отвозит его в клинику. В клинике он подходит к стойке с нашими переводчиками. Ему назначен переводчик русскоговорящий, который будет сопровождать его внутри клиники весь процесс, пока он будет оперироваться, обследоваться. После того, как мы уже привезли пациента, как он прошел лечение, после того, как он уже все готов возвращаться на родину, мы тем же способом отправляем его в аэропорт, и он уже покидает территорию Турции. Обратиться в клинику можно, отправив заявку на официальном сайте ajibadem.com.ru или же напрямую пойти в одно из представительств компании по России. Пациент получит предварительное второе медицинское мнение от квалифицированного специалиста в ходе онлайн-консультации, а после сможет пройти полное лечение в клинике. Адам Магомедов, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.